Уважаемые гости музея, познакомиться с удивительно богатым и многообразным миром коми-народной культуры вы сможете в отделе этнографии Национального музея. Этнографическая выставка «Мастерская женщина, мама, мастерица, красавица» создана на основе лучших образцов коллекции традиционного женского рукоделия. Выставка является продолжением постоянной экспозиции «Олысны-вылысны Гозья. Жила-была пара». Женская культура ярко отражает как этнические особенности народа, так и общие с родственными этносами черты, влияния и заимствования. В коллекции музея собрано более 4000 уникальных памятников народной культуры, дающих представление о традиционном женском костюме, вышивке, вязании и ткачестве коми-зырян, русского старообрядческого населения бассейна реки Печора, Усть-Илимов, а также родственных финно-угорских народов – коми-пермяков, удмуртов, марийцев, мордвы, ханты, эстонцев, венгров. Основу коллекции составляют памятники XIX – первой половины XX столетия. В едином собрании они образуют чрезвычайно многообразное и уникальное художественное явление. Собрание является неотъемлемой частью культуры народов Российской Федерации и мировой культуры. Рукотворные работы сопровождаются копиями архивных фотографий, запечатлевших портреты и быт людей прошлых столетий. Посмотрите, в этом зале настоящая рукотворная сказка. Но давайте обо всем по порядку. Вся крестьянская семья носила домотканные вещи. В основном использовали местное сырье – лен и шерсть. Лен ручки любит, справедливо замечали наши предки. Основная часть работ по возделыванию льна приходилась на женскую долю. Мужские работы ограничивались подготовкой земли и посевом. Вы заскучали от моих слов? А напрасно. Чтобы поднять настроение, представьте себе большое поле с цветущим льном. Легкое дуновение ветерка, и по полю побежали волны, переливающиеся всеми оттенками голубой краски. От этой картины на душе становится легко и светло. Процесс изготовления льняных нитей был трудоемкий. Сначала лен вымачивали в озере, затем расстилали на лугу, досушивали в амбарах. После этого мяли на мялках, трепали на трепалах, расчесывали. Плохие волокна шли на веревке. Из хороших делали тонкую нить, пригодную для одежды. Подобным образом обрабатывали и шерсть, срезали, взбивали, расчесывали. Девушки и женщины занимались прядением несколько месяцев подряд, практически весь день. Вставали около 5 часов утра и пряли при свете от печи. Днем перебирались к окну, а вечером зажигали лучину. Чтобы нитка была тонкой и прочной, женщины смачивали ее слюной. Спряденные нити использовали для ткачества. Заправка ткацкого станка требовала сложных расчетов, терпения и внимания. Полюбуйтесь полотенцами. Они украшали с помощью бранного ткачества. Узор выбирали от руки по белым нитям основы, через них пропускали цветной уток, чередующийся с белым фоновым утком. Фактура ткани получается рельефная. Полюбуйтесь и другими, на которыми целая сказка вышита. Ромбы с цветами, кони, лоси, птицы с хвостами волшебными, павы. Птица-пава для девушки – первый знак. Пока паву не вышьешь, замуж не выйдешь. Кто их придумал, эти приметы, неведомо. Знать из старины давней. Оглянитесь, мы попадаем в хоровод из женских костюмов. Какое настроение вызывают все представленные костюмы? Думаем, самое радостное. Народный костюм отличается красочностью. Любимым цветом был красный. Его считали цветом солнца, добра, красоты. Подумайте, как в таком костюме могла передвигаться женщина? До нашего времени сохранили слова: «Краснодевица идет, словно павушка плывет». В русском и коми-народном творчестве женщину часто сравнивали с птицей: лебедушка, пава, утица. Женский сарафан у коми различается рядом локальных вариантов. Мужские были едины на всей территории края. Различается более нарядная праздничная одежда и повседневная. Обратите внимание, все сарафаны скроены так
хитро, что про женщину нельзя сказать, худая она или полная. В такой одежде любая женщина казалась стройной. Сарафан одевался на рубаху. К рубахам относились не только как к одежде, способной защитить от холода, но и как к защите от злых духов. А для этого ворот рубахи, рукава, подол украшались вышивкой. Шло время, давно перестали верить в злые силы, но обычай украшать одежду сохранился. Полюбуйтесь рубахой-покосницей. Она от подола до ворота украшена сложным орнаментом, смысл которого глубоко символичен. Красно-белые полосы на подоле и рукавах означают близость крестьянки к земле-матушке. Домотканные рубахи с магическими сюжетами не только от комаров летней порой защищали. Традиционная система миропонимания вдохновляла крестьянство не хуже веры Христовой. Самым простым способом украшения ткани было ткачество из многоцветных льняных ниток. Так получали пестрять, разнообразную по расцветке, сложности клетки и назначению. В конце XVIII – начала XIX веков на севере появляется набойка, издавна известная в России. Узорную ткань получают с помощью печатных досок, манер, деревянных форм с рельефным узором, резным или составленным из вбитых в доску металлических пластин. Пояс был обязательной принадлежностью мужского и женского украшения костюма с древних времен, был и оберегом, и украшением. Носили его с теплой одеждой, рубахами и сарафанами, на нем закрепляли и необходимые предметы. Пояса для подарков родне жениха обязательно были в приданом невесты. Материалом для поясов служила домашняя льняная и шерстяная пряжа. Тканье поясов – дело кропотливое. Бытовали пояса тканые на дощечках, на бердичках, на ткацком стане, вязаные крючком, плетеные на спицах и на пальцах. Полюбуйтесь коллекцией домотканных половиков. Их создание не требует столь высокого уровня мастерства, как ткачество более тонких тканей. Половиками было принято покрывать лавки, сундуки, спальные места на печах. Их использовали для утепления пола. Избы часто к утру остывали. Ходить после сна по холодному полу опасно для здоровья. Тканые дорожки, как и круглые коврики, традиционно выполнялись из вещей, которые отслужили свой век. Это своеобразная техника переработки и придания нового качества старым вещам. Домотканые дорожки были популярны в XIX веке на всей территории Коми-края, за исключением самых северных районов. Там предпочитали вязать круглые коврики. Обратите внимание на икону. Перед нами изображение святой Параскевы, покровительницы домашнего хозяйства, особо почитаемая среди женщин. Икона святой ставилась при источниках, над ключами и колодцами. Святая была покровительницей торговли, в честь нее устраивались пятничные торги. Девушки молились Параскеве об удачном браке. Считалась святая покровительницей главной женской зимней работы – прядения, и называлась народом Параскевой-льняницей. В Коми-крае особое почитание святая Параскева-Пятница пользовалась у ударских и нижневычегодских коми. Важное место в быту коми занимали вязаные изделия из шерстяной и пуховой самодельной пряжи, узорные рукавицы и чулки из овечьей шерсти. В разных районах существуют свои особенности орнаментов. Вязаные изделия изготавливались в большом количестве, рабочие и праздничные, в приданое для свадебных подарков. Много было традиций и примет, связанных с шерстяными вещами. Перчатка, заправленная в пояс летом, защищала от комаров. Чтобы узнать, отыщется ли пропажа, нужно было подбросить рукавицу и посмотреть, куда она упадет. Если большой палец торчал вверх, скоро найдется. Жители северной части края, прежде всего коми-ижемцы, занимались товарным оленеводством. Мех оленя красивый, густой, низкий, блестящий.
Древним способом украшения одежды и бытовых предметов из оленьих шкур была меховая мозаика – орнаментальные композиции из мастерски подобранных и соединенных в одно целое темных и светлых меховых фигур. Мелкие предметы рукоделия – наперстки, нитки, лоскутки меха и прочее – хранили в сумках тучу из оленьей шкуры, которая затягивалась или завязывалась кожаными ремешками. Для хранения и перевозки домашних вещей использовались большие сумки патко мешкообразной формы. Сумки украшались меховой мозаикой, бахромой из нарезанных полосок кожи. Большое мастерство проявляли женщины при отделке малиц, закрытого типа одежды из оленьего меха с глухим двойным капюшоном и рукавицами, и обуви, пимы, тобики. В этом зале представлена коллекция кукол в традиционном костюме финно-угорских народов, дополняющая взрослую часть выставки и в миниатюрном виде раскрывающая особенности этнографического убора этносов финно-угорского мира и их соседей. В собрании музея наиболее интересна коллекция тряпичных кукол, которые были основной игрушкой деревенских девочек и не исчезли из детских игр и до настоящего времени. Первые куклы Аконь, изготовленные в конце XIX – начала XX веков, поступили в музей в результате экспедиционных сборов в Вижмо-Печорском уезде в 1925 году. Эти куклы изготовлены из лоскутков ткани, но на основе использовано дерево. В старину родители, наблюдая за изготовлением девочками куклы Аконь и тряпичной одежды для кукол, строго следили за тем, чтобы кукла шилась только из обрывков новой ткани. Ни в коем случае нельзя было использовать лоскутки от одежды, которая кем-либо носилась. По поверьям Коми, одежда, пропитанная запахом живого человека, это его тень, вуджер, и через куклы в такой одежде можно наслать беду. Многие куклы безликие. В прошлом считалось, что изображение черт лица может оживить куклу и тем самым сделать опасной для ребенка. Коми делали кукол не только из ткани, но и из кости, дерева, соломы, из бумаги. Через игрушки и детские игры маленьким детям передавались первые трудовые навыки. Главная особенность выставки то, что здесь оживают старинные вещи. Представленные в зале орудия женского труда, среди которых ткацкий станок, прялки, предназначены не только для показа. Экскурсоводы демонстрируют процесс работы и дают возможность гостям зала попытаться создать собственные рукотворные изделия. Вот такие ремесла были распространены в Коми крае в XIX веке. Созданием всей этой красоты мы обязаны женщинам. Женщина создавала свой собственный мир, где сплетались воедино уют, красота и магия. В этом мире росли ее дети, перенимая все лучшее, что было в народе.